тут вот лежит зубр. Ну тут этот, здесь охотится мужик, Виктор. Он ставил капкан. Это стая, которая с Мандручей пришла, задавила. Я тем рейсом посчитал их тут. 9 штук было. Как пришли, так обратно и не приходят. Ну, может, припрутся потом. А там я петлю добавил. И здесь у меня петля стоит. Может, сейчас эти вот угонят. Старики-то уже гулять начали. Молодежь может угонить, они припрутся. Начнут шариться по местам, как говорится, былой боевой славы. Вот и зибр. Ну так-то я-то не поддержал, не подходил, не смотрел. Чужие капкан уже стоит. Сказали, что матка была здорова. И зибр. Ну вот, смотри. Вчера я тут по темноте проезжал. Это, ну, 9-й час, может быть, где-то так вот проезжал. Темно уже было. И вот, ехал. И смотрю, здесь у меня капкан стоял. Где-то больше месяца назад поставил. На мочевую точку. Вот у них мочевая точка была. И я тут капкан поставил на подходе. Вот, как видите, 2 метров расположенный. С краю буранки у меня капкан стоял. Вот влетел вчера буквально передо мной. Ну, может, с утра, может, вечером. Ну, за сутки. За сутки, наверное, где-то так, меньше даже суток. Влетел волк. Вот их тут, оказывается, 2 есть. Их 2 тут снизу пришло. И получается, если к метке подходить начал, самец из этой парочки. Вот я так и не понял, куда самка свернула. Подходил-то вроде бы, кажется, по следам 2. Не сильно большой-то самец. И вот с капканом дрался, кровищей. Ногу-то он сильно поранил. И вот начал забираться сюда. Вот тоже кровь капала с ноги, как капкан попался. И вот как поволок капкан. Следы мои. Вот тоже кровь. Вот через эти кусты полез. И долго он тут бился. С моим-то потаском. Сильно далеко нет. Не уйдешь. И вот я по темноте сюда забирался. С карабином наготове. С фонариком на лбу. Боялся в темноте на волка не наступить. И вот, когда я подъезжать начал, я сверху шел. Вот он здесь и сидел. Вот на этом месте. Так-то бился-то хорошо, очень хорошо бился. Вот тоже следы крови. Ногу-то основательно это. Ну а потом я подъезжать начинаю. Вот мои потаски. Как видите, это тормозные колодки от УАЗика. Вот,
примерно такой длины. Вот капкан мой валяется. И я подъезжать начал, вот на это. Он, видать, прыгнул. Здесь, видать, бился, сидел. Я подъезжать начал, он туда, видать, прыгнул с размаху. И вот. И вон и следы скачков. Это подъехал и сразу. Вот еще. Да вот еще с ноги кровит. И вот. На следу прямо. На следу. Он тоже кровь хлестал с ноги. И вот я подъезжать начал, он сразу вот перескочил. И скачки-то для волка не очень большие. И вот на ту сторону забрался и ушел. Волк волчара. Ну, на капкане вчера наморожены было. Я думаю, может, за когти или за пальцы его схватило. Скорее всего, за кисть ноги схватило его. И поэтому не повыше схватило бы. Ему ногу переломило бы, и тогда бы он не ушел. Большая жила-то у него очень толстая, он за нее обычно и держит. Видать, да, за кисть его ухватило. И он, когда вот от моего звука прыгал, тоже туда дергал, короче, и вырвал ногу. Мне надо было где-то на сутки поменьше, попозже поддерживать. Он бы еще маленько посидел. Здесь же система какая? Вот это вот, когда он бьется, вот так вот наверх и стягивает капкан. Стягивается капкан. Ну, капкан. Принцип работы такой. Чем больше бьется, тем сильнее затягивает. Вот такой вот пролет. Ну, в принципе, такие пролеты с охотой на волка постоянно бывает. Миллионы лет эволюции. Из него сделали машины для выживания конкретную. Так что это, как говорится, и не первый, и не последний. У меня за полсотни, а этим рейсом еще 2. 53 на руках. Могла стать 54-й, но ушел. Так вот. Это самец, скорее всего, из этой парочки тогда получается. По следам судя. Видишь, как затянул этот трос. Сильно крепко было. И ему маленько слабины. Еще и на вытяжку вот он. И вот поэтому вот обычно старые коты сверху трос ложат еще капкан. И добавочный этот. Тогда получается 2 точки сопротивления. У него тут есть за кисть ноги. Еще и это вот тоже кровь. Ну вот он сильно поранил. Он, видать, хотел вырваться и грыз. Так что одним калекой стало больше. Вот тоже кровь наследует в каждом прыжке. Много крови натекло. Видать, сам себе лапу сильно поранил. У него кисть болтается, наверное, уже. Отдельно болтается кисть. Вот тоже кровь. Это получается у него, ну да. Правая, передняя или задняя. Прыжки-то не очень большие для волка. Сильно ногу он хреначил. Хотя может оказаться и задняя нога. Да. Задняя нога, скорее всего, потому что прыжки у него маленькие получились. И там уже забирался. Было бы светло, может быть, оттуда бы заметил его. Ну,
Вот там еще успеешь выстрелить. Вот. Брался на это. Разбойничать уже не будет. Но прокостить будет. А так-то он сейчас должен, судя по моему опыту, отлежаться несколько дней, недельку, может 10. А там внизу вот этот вот изюбр валяется, и там вверху там километров 5, наверное, или 3 даже. Да близко-то, не сильно далеко. Сахаты валяется, половина туши. Он к ним должен обязательно пройти. С такой ногой-то он. Сейчас-то тепло, не помрет. Они-то звери крепкие. Но проголодается, к ним спустится. У меня тут петель до капканов понаставлено. Ну, много. Достаточно для этих двух. Ну да, больше 20 даже. Около 20. Ну вот. Молодого сахатого задавили. Рейсом находил. Вот эти два волка. Этот, который сейчас, ну вот, лапу вырвал, убежал. Он должен сюда припереться. Недельку там. Не 5, недельку, не 10. Полежит, оклемается, рано залежит. Жрать захочет, пройдет, вспомнит про этого сахатова. Но тогда, значит, вот этот вот волк не из тех двух, которые задавили этого сахатова. Это один из тех 4, которых тем рейсом 2 маток взял. Один из них. Возможно, мой Отто Скорцени. А хрен его знает только. Побольше, я думаю, тут побольше, может, куда убежал. След большой, говорят, видели. Ну, на ту сторону реки Амга ушел. Этот, наверное, шарился в поисках. И вот залетел. Там у меня сверху 2 петли стояло. В одну из них залетел. Ребята ездили. И вот увидели и подстрелили. Метров 100, наверное, петля стояла. Он оттуда ее метров 20 протащил. Дерево обломил. Протащил, сидел там. Вот пристрелили ее. Вот притащили следы, как тащили, видно. Так вот. Но он, этот, который сейчас пораненной ногой пройдет сюда. У меня тут 2 капкана возле Сахатова. Сверху петля. И вот петля еще стоит. Посмотрим. Следующим рейсом.